Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Я с огромной благодарностью объявляю всем представителям власти в содействии и помощи, в частности, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, ГКНБ Кыргызской Республики, представительство МВД в Казахстане, консульство Кыргызстана в Казахстане. Всем большое спасибо. Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа. Пожалуйста, примите мои самые большие благодарности. Kaç kıla bunda jigitlerim de olacak. O jarıktan alasınız da. Soruğunlar bolsa surap alasınız. Mına menesen geldi. Bu çoğu İçki İşler Ministerligi, Uluttuk Koopsuzluk Hizmeti, Dışkı İşler Ministerligi bilen çoğu жүргүзүлгөн iş hareketlerinin negizinde o çoğu жүргүзүлгөн da şonu. Basa belli koyun kalan özüңүздөр mına surap alыңыздар. Готовы все? На русском, да? Да. Можно говорить? Викрам, мы рады, что вы приехали. Расскажите, пожалуйста, что произошло, как все обстоятельства произошедшего. Получается, что я должен был полететь в Алмату 2 января. Я прибыл туда по приглашению своего друга. Мы хотели развивать одно дело. Вот. 4 числа начались митинги. Я увидел это из квартиры, которую я снимал. Мой друг настоятельно рекомендовал мне оставаться дома, не выходить. Я послушал где-то 3 дня, 4, 5, 6 не выходил из дома, но ситуация продолжалась накаляться. Отключили интернет, продуктовые магазины перестали работать, поэтому я предпринял попытку уехать домой. 7 числа я взял такси с Айрана и по дороге в Алматы, Бишкек, на посту, военном посту в селе Самсы меня задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения. Далее что как происходило? Получается, в камере предварительного заключения находились вежливо, давали еду, горячий чай. Вот. И 4 дня я там пробыл, получается, до выяснения обстоятельств. И сейчас усилиями властей Кыргызстана, получается, меня вернули на родину. Пользуясь случаем, я как раз хочу выразить свою благодарность. Я на самом деле сейчас в полной мере не могу рассказать о том, что я сейчас чувствую. Но самое главное чувство — это то, что за все эти годы, наверное, я по-настоящему не ощущал, насколько дорог сын Кыргызстана своему народу. Вот. Всем представителям власти, это Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ГКНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Спасибо огромное за то, что проявили заботу, за то, что проделали такую огромную работу. И сейчас, находясь на площади у Вечного огня, я хотел бы сказать, что пускай это будет символом дружбы между народом Казахстана и Кыргызстана. Сейчас у Казахстана тоже тяжелое время. Никто от этого не застрахован. Но каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Как говорится, не в нужное время, не в том месте. И пускай этот вечный огонь символизирует вечную дружбу, вечное процветание, добро. И с годами пускай все это только увеличивается, и мирного неба нам. А ваше видео, где вы признание сделали? Это, получается, был такой путь. Я услышал от сокамерников то, что если сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги, и ты прилетел на митинг, в Алмату с целью митинга, то тебя сразу же как бы экспортируют в Бишкек. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя. Хотя этого не делалось. Ошол видеодогу айтылган маалыматтардын баары азыр жалган ошондой, э? Акча алып. Все ваши показания, которые вы давали в видео, они ложные, получается? Это такой ложно вопрос. Расскажите про ваши синяки у вас на лице. Вот мы сейчас смотрели, хромаете еще.
Откуда, как все это произошло? Это произошло при С задержании чьей стороны? с 7 числа, когда я возвращался с Айрана по дороге Алматы-Бишкек, когда меня задержали на погранслужбе военные. Мгм. Это было жесткое задержание с применением силы. А с вами еще были кыргызстанцы, не знаю, В одной сотрудники? камере со мной еще было 4 кыргызстанца. Вот. Но по некоторым данным они невиновны и завтра их тоже выпустят. И как раз большая работа со стороны Министерства внутренних дел сейчас продолжает проводиться. То есть ложную информацию вы дали только потому, что вам сказали ваши сокамерники? Я услышал, что это легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой. Мгм. И поэтому решил использовать. То есть все-таки в отношении вас сила была такая, скажем, насилие было применено. Для чего тогда? Вы Насилие? оказали сопротивление или почему вот у вас гематомы? и всё? Нет, просто на посту особо с военными не разговариваешь и ничего им не докажешь, и поэтому они в жесткой мере как бы задерживали всех. А Виграм, скажите такой вопрос еще. Вы подписывали ли какие-то бумаги о неразглашении информации со стороны ГКНБ, со стороны ГКНБ другого государства, то есть Казахстана имеется в виду? Все бумаги, которые подписывал, были мной же озвучены, собственноручно написаны. Это то, что я вам сейчас говорю. Все данные, показания, вот это и есть данные, которые я подписывал. Никаких каких-то тайных или коммерческой тайны, ничего такого я не подписывал. И мне не предлагалось это сделать. Есть вопрос? Азыр давалыңыз қандай? На сегодняшний день какое состояние у вас? Как вы оцениваете? Я очень рад, что я дома. Мне легко дышать. И то, что вы видите на лице и прочее, это все пройдет. На самом деле, я очень рад, что жив, здоров. И мои близкие сейчас уже знают, что я дома и не переживаю. Далее именно в творческой работе как жить как планируете? Далее вот сейчас, вот Сейчас- после интервью, куда вы собираетесь? Сейчас мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, поправить макияж, как говорится, и продолжить творчество. Вы знаете, чем я занимаюсь. Мы организуем джазовые фестивали. В этом году у нас уже 17-й фестиваль, 17-й год подряд. И уже активно ведется работа в этом направлении. Слово благодарности государству. Еще раз. Озвучил уже. Я озвучил, но еще раз хочу повторить, что я на самом деле до сегодняшнего дня в полной мере не осознавал, насколько каждый сын дорог своему народу. И в данном случае Министерство внутренних дел, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ГКНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Огромное спасибо за проделанную работу и за ваши усилия. И вообще представители власти Кыргызстана, спасибо, что вы заботитесь о своих гражданах. Еще один уточняющий вопрос. Когда вас вот задерживали, были ли с вами другие кыргызстанцы? Наши соотечественники? Задерживали всех подряд. Там были и представители Таджикистана, Узбекистана, даже казахстанцы, в том числе и кыргызстанцы. А не располагаете такой информацией сейчас в Казахстане среди задержанных, сколько кыргызстанцев есть? Вот в моей камере было 5 вместе со мной. Было 5 вместе с вами. Да. Есть у кого-то еще вопросы? Все, вопросов нет, да, коллеги? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья вам. Скорейшего восстановления вам. Сураңор бүтсе, тіге Сураңор. үйленесін, чарчады. Да, да. Есен А у вас в Кыргызстане какие-то следственные мероприятия тоже ожидают? Вам не сказали? Или вы уже все, как бы приехали домой и сейчас домой поедете? Или может в Я сейчас МВД? поеду домой и буду наслаждаться тем, что буду со своими близкими рядом. Сиздин ишиңиз боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү боюнча оюңуз кандай? Камчыбек Ташиев, глава государства, все, получается, обратили внимание, как вы вообще отреагировали, узнав. Узнали ли вы вообще то, что именно власти...
Честно говоря, когда я делал заявление, на самом деле, я же не делал этого. И была такая мысль, что на самом деле, люди, которые знают, чем я занимаюсь, что я делаю, они знают, что это все неправда. И, возможно, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Этот резонанс именно сработал и получил вот именно вот такой масштабный эффект, который мы сейчас наблюдаем. Спасибо. Все, спасибо. Экран, здравствуйте. Вы можете вот для тех, кто опоздал, тоже, да, сказать несколько слов о том, что с вами произошло, как и когда? Может, вы потом поделитесь, уже рассказывали. Можно повторить, пожалуйста? А потом, если где-то немного расхождения будет, ничего. Ничего. Получается, я летел в Алмату 2 января по приглашению своего друга в Алматы. Мы должны были начать дело по доставке товаров в регион. 4 числа вечером начались митинги. Я увидел это из квартиры своей, где снимал жилье. И позвонил своему другу. Он сказал, что начались митинги, ни в коем случае никуда не выходи, сиди дома. Я просидел 4, 5 число, 6 число. Ситуация накалялась. И, получается, вырубили интернет. Продуктовые магазины закрывались, уже не работали. И я предпринимаю попытку. Я говорю другу, что лучше я поеду домой и буду дома сидеть. Вопрос еще. Вот когда у вас получали они признание в том видео, до этого видео вы говорили, что вы музыкант, что вы гражданин Кыргызстана, приехали сюда на гастроли или на концерт? Обязательно. Я говорю, И они вам не поверили, да? там тоже очень много у них работы, как я говорил, сложная ситуация. Угу. Не дай бог никому там. Они пытались выяснить вообще? Там были проблемы с интернетом. Угу. Я все время говорил, что я музыкант, я достаточно известный музыкант, пускай они вобьют мое имя, я это афишировал. Так они, получается, заставили вас говорить вот это или как? Нет. Вот это все сейчас происходит из-за ваших слов, которые в интернете все вот эта пропаганда происходит. Вот Правильно? Девушка задавала вопрос, я говорю, что я услышал о том, что есть, если ты скажешь вот такое признание, то есть возможность, что тебя экспортируют в Бишкек. Как ты мог на это пойти просто? Сам посуди. Ну это было... Нет, я не журналист, я по сторонам. Что, обязательно журналист? А сколько вас пытали? Да, вот какое количество времени у вас примерно? Пыток не было. Пыток То, не что было? то, что вы видите, я еще раз повторяю, это было в поселке Самсы применено военные при задержании. Ну, то есть вас никто не пытал? Нет. А почему вы тогда сказали, что вам оплатили? То есть это же понятно, что пытали, и вы сказали. Он говорит, что... Извините, я опоздал. Извините. Ол дем чарчады, үйіне кетсін. Араңа эле келтат. Его сейчас увозят домой. Только что перед вами был Бикрам Розахунов, которого доставили в Кыргызстан. Бикрам Розахунов карата кыйноо болгонун четке какты. Анын айтымында окуя бети башындагы көк ала жана аксып сылтып басып атканы Казакстанда кармоо учурунда болгонун айтты. Ал эми чуулгандуу видеого байланыштуу окуяны болсо мындайча түшүндүрдү. Абакта камерада отурганда, камерада чогуу отургандар Кыргызстанга мындай күнөөнү мойнуна алган көрсөтмө берүү, Кыргызстанга кайтуунун оңой жолу болгондуктан мен ошондой
билдирүү кылганга аргасыз болдум деп айтты. Викрам Розахуновду биз алгач Ак жол автожол чек ара бекетинен көзөмөл өткөрмө бекетинен күттүк. Ал жактан чыкканына 40 мүнөттөй убакыт болуп калды. Азыр Бишкектин борборундагы өчпө соттун жанынан журналисттердин алдына чыгып окуя боюнча комментарий берди. Азыр болсо Викрам Розахуновду үйүнө алып кетишти. Көрөрмандар, саламатта туруңуздар. Түз эфирибизди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кеңири маалыматтар боюнча Клуб Кыргызча сайтынан окусаңыздар болот.